Футбол – любимый спорт многих мальчиков и девочек. Забитый гол вызывает крики радости у фанатов команды. А знаете ли вы технику, при которой мяч подчиняется каждому вашему движению? Гора новостей находится в школе футбольной техники и фристайла. Футбольный фристайл – это искусство управления мячом и выполнения различных трюков. Это можно показать на примере Лизы. Она побила рекорд книги Гиннесса, начеканив, это в переводе с футбольного сленга «набить мяч», более 12 тысяч раз. Мы решили задать ей пару вопросов, чтобы она рассказала нам, как у нее это получилось и как долго она шла к этому результату. Лиза, расскажи про свой рекорд. Я набиваю 12 200 раз. Я набивала час 37 минут. У меня после этого болел голеностоп несколько дней. Когда я только начала заниматься футбольным фристайлом, я набивала, по-моему, 3 раза. Через 2-3 года у меня уже 12 тысяч рекорд. Заниматься футбольной техникой и фристайлом может каждый желающий, независимо от пола и возраста. Только вы не путайте футбол и футбольный фристайл. Это абсолютно разные вещи. В них есть свои нюансы, о которых расскажет нам Максим. Максим, расскажи про свой персональный рекорд. 774 раза. Мне сейчас 10 лет. Я начал 2 года назад, когда я чеканил 15 раз. Расскажи, какие навыки должны быть у хорошего фристайлера? Баланс, координация и набивать мяч. И нужна еще обувь специальная. Фристайл может быть как дополнением при футболе, чтобы проворачивать разные трюки на поле, так и самостоятельным занятием для себя. Если вы думаете, что фристайл – это только управление мячом ногами, то нет. Фристайл – это работа всего тела. Забить гол старается каждый футболист, а если при этом еще и показать виртуозную технику владения мячом, то зрелищность возрастет в несколько раз. Лейла Хамидульна, Ильнар Бибов, специально для Горы новостей.